На ТНВ время новостей Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь. Песни военных лет и атмосфера праздника. Республика сегодня чествовала ветеранов Великой Отечественной войны. С места события Анна Городнова. Живая память. О награде-то его, об описании его подвига-то никто не знал. Около 200 тысяч участников войны из Татарстана, пропавшие без вести, как сегодня их реабилитируют и вручают медали уже их детям, внукам и правнукам, расскажет Рамиль Шайдуллин. В поисках памяти. Останки, которые находились на поверхности, там от человека остается по 4 небольших косточки грубо. Сколько советских бойцов поднимают поисковые отряды республики? В сюжете Альбины Минибаевой. В ногу с праздником! По Кремлевской мы планируем поставить дополнительные 7 камер, чтобы со всех углов показать это большое масштабное событие. Как ТНВ покажет День Победы, Лина Снатулина. Песни военных лет, праздничные вальсы, троекратное «Ура!». В центре Казани сегодня царила атмосфера Дня Победы. Республика чествовала ветеранов Великой Отечественной войны. В рядах советской армии служили около 700 тысяч человек из Татарстана. Ветеранов поздравил президент Рустам Минниханов. Он вручил госнаграды и удостоверения орденов детям героев. С места события репортаж Анны Городновой. Смуглянка, три танкиста, Катюша в центре города. Песни военных лет и танцы в исполнении молодежи. Людям нужны были перерывы в отдыхе между боями. Вот и такой веселый танец с настроением. Военная форма, которой люди ходили на войне. На площади перед театром оперы и балета атмосфера встречи с фронтом. Молодежь говорит спасибо ветеранам, а в руках держит красные транспаранты вот с такими надписями. Гордимся то, что мы отстояли свою родину. У меня воевал брат моей бабушки. Он был ранен дважды, потом не дослужил немного, погиб. Приветствуем ветеранов Уинского района! Вот они, герои торжества. Их встречают живым коридором. Рустаму Хабибуллину 89. Он первый из набора соловецких юнг. Смотрю я на молодежь, перед которым я очень часто выступаю. Это, знаете, как вдохновляет нас, ветеранов. Особенно, когда вот рядом с ними стоишь, так, и они буквально возле тебя и снуют, и, значит, радуются, и ты с ними тоже, значит, заряжаешься их энергией. Гандельфат Галимова – вдова ветерана, родом из Арского района. Когда началась война, ей было 15 лет. В тылу работала наравне с мужчинами. 2 месяца гоняли, как на снайперов готовили. Аэропорт строила, на лошади возила камни. Темная ночь 43-го на сцене оперного театра. В зале все те, кто выдержал тяготы войны, боевых действий со всех районов республики. Труженики тыла, вдовы и дети героев. Вы выдержали тяжелейшие испытания и освободили нашу Родину от фашизма. Ничто не сломило силу вашего духа и волю к победе. Ваш героический подвиг навсегда останется в наших сердцах. Тех, кто не встретил 73-ю годовщину Победы, вспомнили минутой молчания. На борьбу с врагом 700 тысяч татарстанцев столько ушли на фронт. Рустам Минниханов передал родственникам ушедших из жизни удостоверение госнаградам. Ветеранов наградили также медалями за заслуги перед республикой и доблестный труд. Анна Городнова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Бережнее относиться к ветеранам призвал Рустам Минниханов. Сегодня в Доме правительства обсуждали подготовку в республике к празднованию Дня Победы. Как подчеркнул президент, сейчас главная задача – окружить заботой и вниманием участников Великой Отечественной войны. Послушали и героев. Борис Кузнецов сообщил Рустаму Минниханову, что Лаишевской школе, названной его именем, не помешал бы капремонт. Каким было поручение президента, расскажет Дмитрий Аринин. Такими ступенями с выбоинами встречает посетителей школа имени Бориса Кузнецова в Лаишево. Заведение 1984 года постройки носит имя Героя Советского Союза с апреля этого года. Борис Кириллович не раз встречался здесь со школьниками. О том, что им нужны лучшие условия, ветеран рассказал президенту. Борис Кириллович мне замечание сделал. Говорит, школа, говорит, в Лаишевском районе носит мое имя. Говорит, в таком
неприглядном состоянии. Последний раз тут летом проводился косметический ремонт. Руководство школы рассказывает, косметический ремонт у них проходит постоянно, но нужно комплексное решение, чтобы школа соответствовала имени героя. Ребята попросили оказать содействие ремонта подвала для оборудования тира, тренажерного зала. В Лаишевском исполкоме нас заверили, к школам, названным в честь героев страны, а их в районе 4, особые отношения. И с ремонтом проблем не возникает. Это подтверждают и родственники героев. От Абаевской сельской школы Лаишевского района делается огромнейший ремонт, названо его именем Марата Ахмедшина. Такое отношение должно быть и к школе имени Бориса Кузнецова. Уже есть план, что делать. Конечно же, уровень хотелось бы поднять повыше. То есть сделать капитальный ремонт. Хотелось бы побольше патриотизма, военной тематики в оборудовании школы, интерактивные доски и так далее. Рустам Минниханов сегодня призвал всех районных глав и других республиканских руководителей уделять ветеранам особое внимание и проявлять искреннюю заботу. С каждым годом мы все больше их теряем. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, Сергей Хайдаров, Ильшат Мухаметов, ТНВ. До Великого Дня Победы остаются считанные часы. По всей республике идут последние приготовления. В эти минуты под стенами Казанского Кремля проходит генеральная репетиция Парада Победы. И там находится наш корреспондент Сергей Хайдаров. Что завтра ждет казанцев на празднике и какие сюрпризы подготовили организаторы, Сергей? Да, здравствуйте, Алексей. Что ж, действительно, прямо сейчас я нахожусь в самом сердце Казани, где в эти минуты полным ходом идет репетиция великого праздника, праздника Великой Победы. И вы можете увидеть, как прямо сейчас артисты репетируют пролог. И хочется сказать, что от всего увиденного я нахожусь в приятном шоке. Только вдумайтесь, дорогие друзья, 2000 артистов принимают участие в представлении завтра перед казанцами. Они единовременно будут петь и танцевать. Конечно же, казанцев будут удивлять и парадом Победы, в котором примет участие 14 единиц боевой техники. Но и главный сюрприз — это то, что в параде примет участие техника, которая была непосредственным участником боевых действий Великой Отечественной войны. Конечно же, это легендарная машина «Катюша», ну и танки Т-34 и ИС-3. Ну что ж, репетиция идет полным ходом, артисты отдают себя полностью. И прямо сейчас давайте услышим, чего же от завтрашнего праздника ждут, собственно, артисты, которые репетируют прямо сейчас, и зрители, которые, кстати, пришли сюда сегодня даже на репетицию. Что их людей будут смотреть, и сюда придут и по телевизору смотреть. Такой праздник — это День Победы. У меня отец воевал, на Дальнем Востоке, на севере воевал, на Рыбацком полуострове. Это, конечно, для нас это святое. Тут военные с танками, из войны, много праздников. И это самый лучший день в году. Да, ну что ж, для Великого дня, для всей нашей страны остаются считанные часы. И известно, что завтрашний праздник начнется в 9 часов 45 минут по московскому времени. И хочется предупредить наших телезрителей, что с самого утра будет ограничено движение автомобилей. Так, например, чтобы провести парад, будет перекрыта Ленинская дамба, а также дорога между цирком и Кремлем. Ну и все те, кто очень хочет лично увидеть Парад Победы, прийти сюда и насладиться праздником, и не сможет по каким-то причинам вдруг это сделать, просим вас сильно не огорчаться, потому что телеканал ТНВ с самого утра начнет трансляцию. Вы сможете в деталях увидеть все происходящее на вашем телеэкране. Ну что ж, встречаемся на 21-й кнопке, ну либо же здесь, в самом центре Казани. Пока у меня на этом все. Алексей, я передаю слово вам. Спасибо, Сергей. Это было включение с площади Тысячелетия. Мы в ожидании праздника переходим к другим новостям. Буинск нашел своих героев. Детям и внукам буинцев-участников войны вручили наградные документы и данные о точных местах их захоронения. Десятки лет все это было сокрыто. Но по данным поисковиков, и сегодня пропавшими без вести остаются больше 200 тысяч уроженцев Татарстана. Когда и как о них вновь вспоминают на родине, расскажет Рамиль Шайдуллин. До сих пор живы дети
его наследники. Награды, не врученные при жизни, медали и ордена сегодня вручают наследникам за военный подвиг их отцов. На сцене дочери Бургана Гайнутдинова, ветерана войны, одного из немногих, кто уже пришел с орденом Красной Звезды и медалью за отвагу. Вернулся живым, судя по тому, что родил таких красивых дочерей, но о награде-то его, об описании его подвига-то никто не знал. Никто даже в семье не знал, что только в одном бою буинец за раз уничтожил 3 миномета, 8 пулеметов, 30 машин, 50 лошадей, 8 противотанковых орудий. Да и сам он никогда об этом не рассказывал. Все уважали нашего отца в деревне. Все знали, что он воевал и был награжден орденом Красной Звезды. Оказалось, что за тот самый подвиг его представили к ордену славы. Спустя 70 лет награда дошла до детей. Помогли татарстанские поисковики. Многие годы именно они находят тела и документы пропавших участников войны. И даже сегодня таких татарстанцев, чья судьба по-прежнему неизвестна, все еще около 200 тысяч. Буквально в каждом районе есть те, кто не вернулся из боя. Их поиском занимаются специальные отряды, но даже найдя пропавших без вести, часто не могут найти уже их потомков. Асыл Гараев Давлет Гараевич. Дочь есть, связаться не можем, потому что нет номера телефона. Например, Латыпов Барий 2-го года, деревня Мурзина. Тоже сын не представился, не назвал себя. Детей, внуков и правнуков ветеранов поисковики просят обращаться напрямую в музей Великой Отечественной войны. Может быть, их документы давно спасены. Только за год искатели раскопали еще 100 потерянных дел татарстанцев. Рамиль Шайдулин, Игорь Романов, ТНВ, Буинск. 200 тысяч советских солдат – это только официальные данные о без вести пропавших из Татарстана. Каждый год поисковики выезжают на места, где шли ожесточенные бои Великой Отечественной, чтобы попытаться найти их останки. В прошлом году республиканские отряды подняли больше 1000 солдат. Альбина Минибаева о том, где ищут бойцов. Здесь 4 фамилии лейтенантов, все они погибли в один день, 7 мая. Такие памятные знаки с именами погибших – клад для поисковиков. Они уже точно знают, кто похоронен на участке. За несколько лет работы найдены десятки артефактов войны. Условия всегда разные. Где-то это песок, где-то это болото, где это, как в Карелии, там камни, горы. Естественно, оборудование нужно всегда разное. Аккуратно. Положь. Экспонат за экспонатом поисковики республики ищут то, что осталось от истории и героев Великой Отечественной. Шерсть. Наша стрелковая ячейка по всем признакам. Это здесь у нас вот личные вещи бойцов, медали, вот, медальоны. Казанский отряд Отечества за прошлый год поднял больше 1000 бойцов. Сколько еще остаются под землей, можно только догадываться. По данным книги памяти, 200 тысяч солдат из Татарстана без вести пропали во время сражений. Время делает свое дело. Уж не говоря о железе, которое просто-напросто превращается уже в труху. То, что было там 30 лет назад, когда мы начинали поиск, и сейчас, это уже очень большая разница. Ну и, естественно, останки, которые находились на поверхности, там от человека остается по 4 небольших косточки, грубо говоря. Поэтому большие надежды поисковики возлагают на санитарные захоронения убитых и оставленных на полях боев. Практически невозможно восстановить. Часть экспонатов поисковиков выставят завтра на площади возле центрального стадиона. Можно будет увидеть и детали легендарного самолета боевого Пи-2. Его, кстати, и собирали у нас в Татарстане. Можно будет разглядеть и след от пули. Кстати, останки летчика этого самолета пока еще не успели поднять. Новгородская, Ленинградская, Псковская, Волгоградская, Мурманская области. Здесь в основном ведутся поиски. Сколько имен еще откроют эти земли, смотря как глубоко заглянут. Альбина Минибаева, Игорь Романов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны, Казань. Они пережили войну, а после поднимали татарстанскую промышленность. Сегодня на Казанском вертолетном заводе поздравляли тружеников тыла и участников Великой Отечественной. Памятный митинг, свой бессмертный полк, праздничный концерт. Рассказы тех, кто ковал победу в тылу, услышала Алина Бережная. Мои детальки летали, бомбили вражеские объекты. Он не был на передовой, но помогал ковать победу в тылу. На фронт Владимира Антонова не взяли, слишком мал. Работал сначала на авиационном, а позже на вертолетном заводе. Здесь своими руками он изготовил не 1 десяток деталей. Ну, что я маленький, молодой был, мне, конечно, что мое дело было? Мое дело было делать, занимался сборкой. Вот, честно говоря, все, что делается здесь,
Это не то, что я в стороне был, а самое непосредственное участие. Гордый завод и легендарный бомбардировщик По-2. Больше 11 тысяч таких самолетов было выпущено в годы войны. Вражеские войска прозвали эту машину «Ночная смерть». И не зря в темное время суток этот самолет вылетал и на минимальной высоте сбрасывал до 350 килограмм бомб. История КВЗ начинается с 1940-го. С начала войны Ленинградский авиационный завод закрывается, рабочих эвакуируют в Казань. Здесь их соединяют с тружениками завода обозных деталей. Первым эшелоном в республику приехала Евдокия Овчинникова. Воспоминания тех дней она часто рассказывает своей сиделке. Когда они сюда из Ленинграда ехали в Казань, то есть их бомбили, они постоянно выходили, скажем так, из поезда, прятались, потом снова садились. В общем, прошла всю войну. Мужчины на фронте, за станками женщины и дети. Истории подвигов тружеников тыла хранят правнуки и внуки. Дедушка рассказывал, что даже не уходили домой ночевать, чтобы не приходить утром, спали у станков. Победа ковалась на передовой и в тылу, добывалась в партизанских отрядах и в подполье. Мы в неплатном долгу перед теми, кто погиб на войне. С фотографиями в руках и благодарностью на устах. На вертолетном свой бессмертный полк. На снимках герои, чьи стальные птицы на крыльях принесли победу своей родине. Алина Бережная, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Патриотическое воспитание. Марш-бросок вместе с участниками Всероссийского молодежного сбора военно-спортивных организаций пробежала Алина Бережная. В ногу с праздником! По Кремлевской мы планируем поставить дополнительные 7 камер, чтобы со всех углов показать это большое масштабное событие. Как ТНВ покажет День Победы, Лина Снатулина. С членом правящей семьи Эмирата Дубай встретился сегодня Рустам Минниханов. Он благодарил шейха за визит и интерес к промышленному, экономическому и инвестиционному потенциалу республики. Эффективная площадка экономического взаимодействия России и стран исламского мира – экономический саммит. Он стартует 10 мая в Казани. У делегации насыщенная программа. Встречи в министерствах, ведомствах и предприятиях. Рустам Минниханов также пригласил гостей на парад Победы в Казани. Мы стараемся перенимать опыт, но хотим сделать более серьезную интеграцию, чтобы не только ездить в гости, общаться, но и делать какие-то очень совместные проекты. Мы действительно чувствуем себя здесь как дома, проведя менее чем 1 сутки здесь. ОАЭ является неким центром между Западом и Востоком, и мы, конечно же, будем поддерживать Татарстан в нашей совместной работе. Станция метро «Дубравная» откроется к чемпионату мира по футболу. Сегодня Рустам Минниханов оценил ход пусконаладочных и тестовых работ. Он проехался до Дубравной, до проспекта Победы, оценил внутреннее оформление станции. Сейчас строительство практически завершено. Ночью идет обкатка подвижного состава и благоустройство территории. Сегодня парк техники на чемпионат мира пополнился 150 новыми автобусами. Они будут возить судей, команды и персонал сборных мира. За плечами обслуживающие их транспортные компании крупные спортивные события мирового уровня, включая Олимпиаду в Сочи и Универсиаду в Казани. Поэтому все водители заверили компанию, согласно регламенту, прошли аккредитацию, и их автобусы уже готовы к играм. Те автобусы, которые будут непосредственно обслуживать команды, которые будут принимать непосредственное участие здесь, у них специальное, как говорится, оснащение. Это туалеты, кулеры, холодильники. То есть все те условия, которые требует ФИФА, они выполнены нашим предприятием для обслуживания данного мероприятия. Беспилотные КАМАЗы проехали по новому Крымскому мосту. Это был тестовый проезд автомобилей без участия водителей. Беспилотники успешно маневрировали, распознавали дорожные знаки и смогли разогнаться до 40 км в час. Проезд замыкал исполняющий обязанности главы Минтранса Максим Соколов на беспилотнике КАМАЗ. Он был в качестве пассажира и отметил исключительную точность. Испытание, сегодняшнее мероприятие, станет серьезным отправной точкой для дальнейшей масштабной работы по направлению беспилотного движения.
Мы вновь возвращаемся к теме Дня Победы. В преддверии праздника в Казани завершается Всероссийский молодежный сбор военно-спортивных организаций. Кадеты, обычные школьники из 34 регионов страны почти 2 недели учились военному искусству. В республике сбор проходит в 5-й раз. Чему научились наследники Победы, увидела Алина Бережная. Взрыв и все как один к земле. Этих ребят не напугать дымовыми шашками и гранатами. Плавание, метание ножей, полоса препятствий. 2 недели юные патриоты учились выживанию. А сегодня финальные испытания. Очень весело здесь. Мы как команда одна, хоть и разные совсем. Самое сложное для меня было это преодоление препятствий через стену. Когда мы ползали, мы маленькие, все друг другу помогают. Это меня и обрадовало. От Чукотки до Краснодара в этом году на военно-спортивный сбор «Наследники Победы» приехали больше 600 юных патриотов. География очень широкая представлена. Чукотка, Мурманск, Якутия, Центральная Россия, Сибирь. В общем, 51 команда в этом году приехала. Это рекордное количество. В прошлом году у нас было 46 команд, в этом году уже 51. Задача сбора – воспитывать гармонично развитую личность. Потому что не факт, что все эти дети станут военными, хотя многие из них из кадетских корпусов, военно-патриотических клубов. Главное, что они понимают, защищать свою родину должен каждый на своем месте. Уроки патриотизма этих ребят ждут и завтра. Лучший взвод строевым маршем пройдет по площади Тысячелетия на Параде Победы. Алина Бережная, Данил Филатов, ТНВ, Казань. В объективе День Победы. Завтра на нашем канале особое праздничное вещание. Парад, шествие бессмертного полка и главный концерт в прямом эфире ТНВ. Для этого на нескольких площадках в центре города уже разместились наши камеры и передвижные станции. Готовность коллег проверила Лина Зинатуллина. Телевизионная эстафета стартует именно здесь около 10 часов утра. С этого постамента ведущие поприветствуют зрителей на фоне Парада Победы. А днем здесь же встретят бессмертный полк, который спустится от Кремля на площадь Тысячелетия. Дальше площадки на экране будут чередоваться. Это 13 камер на Параде Победы, передвижные телестанции, которые уже развернулись на площади Свободы, готовые к сбору бессмертного полка. Памятный марш не останется за кадром и на протяжении всего маршрута. По Кремлевской мы планируем поставить дополнительные 7 камер, чтобы со всех углов показать это большое масштабное событие. Также нововведение – это у нас камера на 360 градусов, которая позволит всем желающим посмотреть парад в круговом обзоре. Готова техника, готовы и люди. На трансляцию праздника на 2 языках выйдут 4 ведущих. Вы завтра работаете, как мне говорят, да, вот на завтрашнем включении. Я завтра не работаю. Я завтра... По повелению души просто действительно завтра приду отмечать этот праздник вместе со всем народом, чтобы действительно отдать дань памяти и просто сдержать слезы. Очень тяжело. Мы между собой даже придумали для себя. Это и есть приказ не плакать. Потому что без слез на глазах, конечно, нельзя читать эти воспоминания. Но тем не менее мы на своем посту. Мы вещаем, мы освещаем этот парад. То есть это наша задача. Праздничная телепрограмма стартует в 9:30 спецвыпуском новостей. А главные торжества – Парад Победы, акция «Бессмертный полк» и праздничный концерт до самого вечера в прямом эфире ТНВ. Еще в сетке вещания документальные фильмы и классика советского кино. Лина Зинатуллина, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. О спорте и о погоде в продолжении выпуска, после чего вызов 112. Я же прощаюсь с вами до вечера. Следующий выпуск 9:30. Всего вам доброго. Группа компаний «Таиф» поздравляет соотечественников с Днем Победы. Мы победили конкурентов. Бери Nissan по старым ценам. Сигнализация с автозапуском в подарок. Телефон в Казани 4 пятерки 3 единицы. Только в мае в аквапарке «Ривьера» сезон выгодных цен и сладких подарков. Почему я выбираю Берекатле? Потому что вкусно. Потому что натурально. А значит полезно. И недорого. Молоко и молочные продукты Берекатле. Радость выбора для всех. Безгранична наша благодарность и уважение к ветеранам. Ко всем, кто мужественно защищал родину от захватчиков, кто трудился во имя общей победы в далеком тылу.
Мы сердечно поздравляем участников войны, тружеников и вдов фронтовиков с самым светлым праздником. Компания «Татнефть». Доступнее не будет. В автоцентре «Марка» новый японский Datsun всего за 79 тысяч рублей. Узнайте подробности по телефону 4 пятерки 3 семерки. Поймай момент! Своя квартира с ремонтом от 4 миллионов 570 тысяч рублей. Жилой комплекс «Лесной городок». Что ты там все читаешь, малой? Химия, товарищ старшина. В институте не доучился. И на что она тебе? Вообще-то химия – великая наука. С ее помощью, когда мы победим врага, построим будущее. Большие химические заводы. Построим у тебя, студент, будущее. А сейчас давай нашу настоящую защитим. Опять танки поперли. Коррекция зрения от 15 тысяч рублей за один глаз. Клиника Кузляр. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. Футболисты «Рубина» провели заключительный домашний матч сезона. Агёк Денис Караденис удостоен ордена за заслуги перед Республикой Татарстан. Футболист награжден за команду. Турецкий футболист заявил о желании вернуться в «Рубин». Когда приехал сюда, он говорит, у меня мечта стать чемпионом России. То есть это действительно он за этим приехал. Вот таких легионеров надо провожать с честью. И его вклад в развитие «Рубина» очень большой. Помогут ли родные стены? Самый главный турнир сезона – чемпионат Европы по тхэквондо стартует в Казани. Спортсмены уже прилетели в нашу столицу и начали проводить тренировки. Среди кандидатов на главные медали два тхэквондиста Татарстана – Рафаэль Камалов и Юлия Миюц. На турнире в Казани Россия будет представлена фактически двумя составами. В официальную заявку включены 32 спортсмена – 18 мужчин и 14 женщин. Тренировались отдельно. Пока одни уже получили приглашение в сборную, проходили подготовку, другие сражались за оставшиеся путевки команду в Афинах. Готовились в Москве со сборной. Все прошло отлично. Подготовка была тоже на высшем уровне. Готовились с сильнейшими спортсменами. Сильнейшая сборная. Одна из самых сильных сейчас. Дома всегда выступать приятнее. Дома поддержка. Поэтому планируем выступить хорошо. Тем временем в баскет-холле уже все готово к проведению финала 4 Европейской лиги чемпионов по волейболу. 12-13 мая лучшие команды Старого Света начнут битву за главный клубный трофей. Соперником казанского «Зенита» по полуфиналу станет итальянская «Перуджа». В воскресенье вечером зенитовцы перебрались из центра волейбола в баскет-холл, чтобы адаптироваться к новой арене и иметь некоторые преимущества перед соперниками, которые прибудут в Казань только в четверг. Подопечные Владимира Олекна проводят двухразовые тренировки. На самой арене заменили покрытие. Таким образом, ее трансформировали для волейбольных матчей. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Спонсор выпуска, изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер поздравляет жителей республики с праздником Великой Победы и дарит 20% скидку на заказ кухни. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Поговорим о погоде в республике. Пока без существенных изменений, по-прежнему ожидаются осадки. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики вновь пройдут дожди. Температура воздуха составит до 19 градусов тепла. На северо-востоке республики пасмурно, дождь и плюс 13 градусов. На севере Татарстана температура воздуха местами составит от 11 до 14 градусов тепла. Местами пройдет дождь. На северо-западе днем облачно, но без осадков и до 12 градусов тепла. На юго-западе преимущественно без осадков до 17 градусов выше 0. В центральном районе республики пройдут дожди, там температура воздуха составит плюс 15 градусов. В последующие сутки осадки в республике прекратятся. Спонсор выпуска ООО «Челны Кировец» предлагает услуги по капитальному и текущему ремонту тракторов «Кировец». Производит продажу тракторов К-700, К-701 и запасных частей к ним. На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» легендарному трактору вторую жизнь.
Грандиозное мероприятие весны 2018 года. Международный фестиваль мусульманской одежды Islamic Clothes. 11 мая, 18:30, КРК Корстон. Вход свободный. Уважаемые казанцы и гости столицы, приглашаем вас посетить грандиозное мероприятие – Международный фестиваль мусульманской одежды Islamic Clothes. 11 мая в 18:30 КРК Корстон. Вход свободный. В Казани в предстоящие сутки будет облачно, но без осадков и до 15 градусов тепла. Ветер северный, умеренный. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 53%. Ожидается небольшая магнитная буря. Берегите свое здоровье. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.